Я продолжаю писать карту дня на 10 октября, понедельник. Смотрим следующие 6 знаков зодиака. От весов и до рыбок смотрим. Если вы зашли на видео, а вам нужны первые 6 знаков, вам нужна первая часть этого видео. Значит, ссылочку я оставляю под видео в описании всегда, да, кому нужна первая часть. Или в комментарии можете оставить запрос, напишите, что вам нужна первая часть. Ну или свой знак зодиака напишите, и я вам оставлю. Смотрим весы. 10 октября, понедельник. Какие у вас события? Сейчас посмотрим. Показывает сразу письмо. Показалось, письмо — это получение. Получение информации, получение какого-то документа. Колокольчик, пустые разговоры. Обман нельзя. Рыба, скользкое дело какое-то может быть в этот день. Мечи нельзя. Приятная встреча, свидание. Подсвечник нельзя. Общение с другом, подружкой. Разочарование. Пара, лебедь. Да, то есть это верность, это пара. Свидание рядом выпадает. Возможно, у вас в паре какое-то событие, и вы пойдете на свидание. Или это может быть, например, в этот день вы можете познакомиться, да, и пойти на первое свидание. Это будет для вас событием. Может еще так показывать. Да, застолье, видите? То есть это свидание где-то будет в каком-то месте, где можно поужинать. Неприятность. Неприятность, видите, разочарует вас. То есть показывает, что разочарование будет от этой неприятности. А неприятность произойдет потому, что вы попадетесь на чью-то удочку. Так, сейчас я еще проверю вертикали. Нет. Получается, в этот день у вас будет какое-то получение, что-то получите. У вас будут пустые разговоры, общение с друзьями. Будет событие в паре, приятная встреча, свидание и застолье. То есть это вот из хорошего. И из минуса может произойти какая-то неприятность, да, которая вас расстроит. И подсказка, неприятность — это скользкое дело. Махинация, схема, обман, да, то есть какое-то мошенничество. Поэтому вам надо быть максимально осторожными в этот день, чтобы постараться избежать, да, вот этой ситуации и не быть в итоге, да, вот какими-то разочарованными, расстроенными. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и перехожу дальше к скорпионам. Смотрим, скорпиончики, понедельник, 10 октября. Октября, события дня для скорпионов. Верность, лебедь. Это событие показывает пару, и какое-то событие может быть в паре.
Болезнь, плохое самочувствие может быть в понедельник. Можете заниматься своим здоровьем. Пустые разговоры. Может быть, разговоры о болезни. Тайная какая-то встреча. Угу. И по замку тайна открывается. Если вы в этот день хотите с кем-то в тайне встретиться, да, то замок показывает, что тайна откроется. Не получится в тайне. Угу. И ссора может быть, потому что тайна открывается. Тайна открывается, ссора. Друг нельзя. Здесь нет. Нет, нет. Угу. Больше не вижу. Получается, показывает, что вроде как все должно быть хорошо в паре. Дальше могут быть какие-то вопросы со здоровьем. Возможно, вы будете заниматься своим здоровьем. Будут пустые разговоры, тайная встреча с кем-то. Но тайна может открыться. И будет небольшой конфликт. Да, какая-то ссора будет. Опять же, тут непонятно, понимаете. То есть, скорее всего, это как-то не связано с личной жизнью. Потому что здесь все хорошо показывает. Это вот тайная встреча с кем-то. С подружкой по работе, может быть, с кем-то. Непонятно, зачем тайна, да, но она может открыться, эта тайна. Поэтому 10 раз подумайте, стоит это делать в тайне или нет. Благодарю за внимание и перехожу к стрельцам. Так, смотрим, стрельцы. Десятое октября, понедельник, события дня. Конфликт, сразу же первое событие выпадает. Причем это именно ссора серьезная, да, то есть это когда вот прям скандал такой, знаете. Поступление финансов, прибыль. Якорь. Якорь показывает, что вы можете что-то закончить, доделать или где-то надолго остановиться по якорю. Якорь, он всегда как бы держит нас. Ножницы. Решится какой-то вопрос. Ну, с ножничками часто вот решение вопросов, да, а якорь, которые, допустим, долго-долго-долго вы решали, там, несколько месяцев, может быть, даже годы, да, то есть и карта показывает, что этот вопрос, да, вы наконец-то ставите в нем точку. Гости. Чашечка чая. Мешочек нельзя. Дорога. Дорога в гости. Якорь еще может показывать прибытие с машиной.
и нерешенный вопрос. Смотрите, какая у вас здесь история. У вас есть какой-то вопрос, который тянется очень долго, да, то есть два указания на это: цепь и якорь. Возможно, очень, несколько месяцев. И ножницы показывают, что в этот день, в понедельник, вы можете этот вопрос решить. Да, то есть вот редко так бывает совпадение, да, когда есть этот нерешенный вопрос, и показывают ножницы, что получается, по крайней мере, есть вероятность того, что в понедельник вы можете это сделать. Сделаете или нет, это уже другой вопрос, но вероятность такая есть. Поэтому смотрите, значит, у вас нерешенный вопрос, который может решиться, у вас прибыль, якорь показывает точка, конфликт, серьезный конфликт, поэтому это вот минус в этот день тоже есть, это конфликт. И еще дорога в гости, тоже в этот день выпадает, будут гости, будет поездка какая-то. Так что события все хорошие, кроме какого-то конфликта. Причем это прям, знаете, это даже не конфликт, это скандал такой вот, да, когда люди ругаются, кричат, да, то есть это прям вот такой ужас, поэтому постарайтесь по возможности этого избежать, потому что когда мы об этом знаем, мы можем это контролировать. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к козерожкам. Так. Козерожки. Десятое октября. События дня для козерогов. Покажите мне. Деловая встреча, деловая, рабочая. Якорь, точка, когда мы что-то заканчиваем, доделаем, возможно, на этой встрече поставите какую-то точку. Или якорь, еще, возможно, вы надолго задержитесь на этой встрече. Цыпленок показывает общение с семьей, с детьми. Возможно, будут дети на этой встрече. Дорога. С якорем может быть прибытие, да, то есть дорога и прибытие. Смотрите, могла еще получиться розочка, это свидание. Но я первую дорогу увидела. Если вы увидели розочку, значит, у вас будет розочка, но не будет поездки. Также, смотрите, конфликт может быть в этот день. Рядышком с семьей выпадает. Может быть, кстати, вы будете конфликтовать с семьей из-за этой встречи. Может быть, вам куда-то нужно ехать, да, а семья не хочет, чтобы вы ехали. Деньги, события, связанные с деньгами, возможно, траты на дорогу. Рыбу нельзя. Нерешенный вопрос. Есть какой-то нерешенный вопрос, который решить не получается у вас в этот день, да, потому что ножнички, видите, не совпали. Так что будьте готовы к тому, что что-то вот, то, что вы там себе планировали, решить не получится. Череп нельзя, кораблик нельзя. Тайная встреча. Какое-то тайное свидание, тайная встреча еще может быть. И здесь нет. Получается, у вас в этот день деловая встреча, дорога, прибытие, общение с семьей, конфликт, нерешенный вопрос, тайная встреча и какие-то вопросы, связанные с деньгами, еще будут. В общем, видите, есть положительные события, но есть как бы и предупреждения.
Благодарю за внимание и перехожу я к водолеям. Смотрим, водолеи. Так, водолеи, 10 октября, понедельник, события дня. Любовь показывает, у вас точно все будет хорошо в личной жизни. Может быть знакомство, если еще нет любимого человека. Конфликт может быть. Кстати, очень многих выпадает конфликт. И это влияние полнолуния, потому что 9-го полнолуния будет, и оно еще потом пару дней после полнолуния, все на эмоциях, поэтому у многих конфликт выпал. Прибыль. Решение вопросов каких-то. Интимная связь. Общение с другом, подружкой. Нет карты, нет. И здесь тоже нет карты, не можем сравнить. Значит, получается, смотрите, что в этот день. Точно все хорошо в личной жизни, да, то есть еще интимная связь в конце дня выпадает. Общение с друзьями, получение прибыли, поступление денег, решение вопросов, да, то есть, все вроде бы прекрасно. И единственный минус – это конфликт с кем-то. То есть это единственное, что может вам испортить настроение, да, и вообще, в принципе, этот день. Поэтому постарайтесь контролировать свои эмоции, потому что мы будем очень эмоциональны 10 числа, да, все будут на эмоциях. Поэтому очень тяжело будет сдерживать эти конфликты. Благодарю вас за внимание и перехожу я дальше к рыбкам. Рыбки, 10 октября. События дня для рыбок на понедельник. Покажите мне. Книга. Первое, что выпала, книга показывает посещение госучреждения. Ключик. Возможности, открытые двери. Возможно, у вас получится что-то сделать. То есть карта показывает, что все в ваших руках. Если вам надо решить какой-то вопрос, у вас точно все получится. По ключику. Угу. Рыба – это какой-то обман, махинация, жульничество. Поэтому будьте очень-очень осторожны.
Деловое общение, деловая какая-то встреча, может быть, смотрите, рядышком выпадает, да, то есть в этом общении с кем-то вас могут обмануть, рыба. Удача. Ну, у вас, видите, тут как бы спасает то, что на вашей стороне удача, плюс еще ключ. Возможно, вы сможете выкрутиться, да, вот из этой ситуации, не попасть на эту удочку. Плюс вы теперь еще и предупреждены о том, что это может быть. Время. Обязательно нужно следить еще за временем. Могут быть какие-то сложности, проблемы, когда мы опаздываем или наоборот долго ждем, то есть у нас что-то по времени не сходится. Так, значит, смотрите, что тут выпадает. Посещение госучреждения, все в ваших руках в этот день, да, плюс еще удача. Дальше, какое-то общение по работе, по делам. Ну, в этом общении может быть нюанс. Да, скользкое дело. Хотя, смотрите, рыба ровно расположена от казенного дома и от вот этой встречи, да, от этих отношений деловых. Поэтому рыба может и тут проиграться. То есть, возможно, вы пойдете в какое-то госучреждение, и там предложат, да, как-то решить ваш вопрос через какую-то схему, да. И тут вот рыба всегда говорит, что лучше не соглашайтесь, да. То есть, вы получите какую-то выгоду, но она будет настолько мизерна, да, что потом вот результаты, да, будут плачевными. Больше не рад никакому этому результату быстрому. Поэтому лучше хорошо вот 10 раз подумать, если будут какие-то предложения по работе или предложения в госучреждении. Хорошо все проверьте, взвесьте. И также показывает, что, возможно, будут какие-то сложности со временем в этот день. Вот такая информация для вас. Благодарю за внимание и жду вас на своих новых видео.